Уважаемые коллеги, друзья, я рад вас всех приветствовать в Сочи. Надеюсь, вам здесь нравится. Кто-то, может быть, еще и не был. Ну, это тем более будет приятно для нас вам презентовать новый Сочи после Олимпиады. А вам, надеюсь, будет интересно с этим ознакомиться. Вы проделали, вот сейчас вот Михаил Владимирович рассказывал, проделали весьма продуктивную работу по всей обширной повестке дня. Успешно прошли заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества независимых государств. Помимо этого состоялась пленарная сессия Евразийского конгресса, на которой представители государственной власти совместно с бизнесом, общественными и экспертными кругами рассмотрели вопросы экономического развития и повышения благосостояния наших граждан как результат нашей с вами совместной работы, к которому мы все стремимся, ради которого мы, собственно говоря, и работаем. Вы побывали и на организованной здесь же в Сочи выставке «Евразия. Наш дом». Надеюсь, что это было интересно. Михаил Владимирович мне докладывал еще до того, как планировал это мероприятие. Но впечатление произвело, надеюсь. Мы, во всяком случае, старались, в том числе для того, чтобы показать наиболее интересные и перспективные направления нашего взаимодействия. То есть вы поучаствовали в самых разнообразных мероприятиях, которые объединяют главная общая цель – углубление интеграции и раскрытие новых сфер взаимодействия. Именно эти темы были в фокусе внимания состоявшегося недавно в Москве заседания Высшего Евразийского экономического совета. Кстати говоря, сейчас вот вчера и сегодня здесь в Сочи с рабочим визитом находится президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Он знает, что я поехал к вам на встречу, и от его имени тоже передаю вам самые наилучшие пожелания и успехов в работе. Подчеркну, перед правительствами наших государств стоят действительно большие комплексные задачи по продвижению процессов интеграционного строительства в экономической, социальной и в гуманитарной сферах. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлеченности наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов. Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в Евразес». Но ничего против никто не имеет, если это будет под общей маркой «Сделано в СНГ». Ну, неважно. Главное, чтобы во всех наших странах развивалось эффективное взаимодействие. Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемым или узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран. Особого внимания требует укрепления технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, достижение подлинной технологической самодостаточности, чтобы наши страны не зависели по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний. Я много раз говорил и хотел бы повторить и в этом кругу. Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все всегда любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы, так я осторожно скажу, нам быть независимыми, потому что самодостаточность – это основа суверенитета. В этом же ряду императив обеспечения цифровой независимости, а значит, надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы, объединяющей национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств. Надо сказать, я хочу похвастаться и сказать слова благодарности правительству Российской Федерации. За последние годы по этому направлению в России очень много сделано. И
Ну, мне кажется, мы имеем право сказать, что мы, безусловно, являемся мировыми лидерами по этому направлению работы, без всяких сомнений. Следовало бы активизировать, да, и в этой связи мы, конечно, готовы делиться нашими наработками, нашим опытом с каждым из государств-партнеров СНГ и Евразес. Следовало бы активизировать деятельность по линии органов исполнительной власти и центробанков наших государств, которая нацелена на упрочение финансового суверенитета. Это поможет обеспечить устойчивость кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсифицировать и гармонизировать евразийский финансовый рынок так, чтобы создавались благоприятные условия для сохранения капиталов и их инвестирования в экономике наших государств. Естественно, востребованы любые креативные идеи, направленные на то, чтобы придать интеграции дополнительную динамику, обогатить ее новым содержанием. Этому способствовала реализация российских предложений добавить к известным 4 свободам в рамках Евразес, а напомню, это передвижение свободных товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, и 5-ю позицию – свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, создание единых учебников по техническим и иным дисциплинам. Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, а мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там, значит, все опять толдычить, значит, какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Вы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое. Все перечисленные направления, уверен, можно и нужно развивать и в более широком контексте, с участием всех стран Содружества независимых государств. Россия в следующем году примет председательство в СНГ. И мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнерами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов. Разумеется, будем учитывать полезные предложения и инициативы, которые обсуждались в ходе вашей вот этой работы в Сочи. И в заключение хотел бы еще раз поблагодарить участников сегодняшней встречи, выразить уверенность, что, работая слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиваться весомых результатов в развитии многогранного взаимодействия наших государств, а значит и наших народов. Я вас благодарю за внимание, надеюсь, не утомил вас своим вступительным словом, и передаю с удовольствием слово представителю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Да, действительно, в Сочи проходит ряд значимых международных мероприятий с участием представителей наших ближайших соседей и союзников. В текущем году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза, и все коллеги по пятерке подключились к реализации приоритетов, которые вы, уважаемый Владимир Владимирович, обозначили в своем послании лидерам государств Союза. Наше сотрудничество развивается весьма динамично. Мы подробно, конструктивно обсудили наиболее важные вопросы функционирования Союза. Рассмотрели также возможности взаимодействия и углубления этого взаимодействия на внутреннем, на внешнем контуре. Обменялись мнениями о выполнении плана первоочередных мероприятий по цифровизации железнодорожных перевозок, соглашение о применении навигационных пломб, сверили часы по созданию на евразийском пространстве независимого рейтингового агентства. Владимир Владимирович, эту задачу вы включили в число приоритетных в текущем году. Отдельно хочу сообщить, что было подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в Евразийском экономическом союзе. Оно устраняет ограничения для мобильности высококвалифицированных кадров. Такие специалисты смогут найти работу в любой из наших стран и вести профессиональную деятельность там. Извините, я, кстати, посмотрел, многие из присутствующих здесь коллег имеют ученые степени. Это, мне кажется, значимо и для всех присутствующих. Да, абсолютно так. И мне кажется, что бюрократических процедур станет намного меньше.
Главное, на чем мы сейчас концентрируем усилия, это достижение технологического суверенитета. Коллеги разделяют такой подход. И очень большое внимание уделяем решению вопросов, которые связаны в том числе с замещением зарубежной продукции, запуску совместных производств в стратегических отраслях. Мы также с коллегами посетили выставку «Евразия. Наш дом». Владимир, мы говорили с вами, и вы поддержали идею самой выставки. На ней представлено было свыше 200 кооперационных проектов. Вот именно так мы подошли к выставке. Они охватывают практически все направления, в том числе и промышленность, финансы, цифровизацию, здравоохранение, образование, спорт и многие-многие другие. Очень важно, что выставка была скомпонована именно по отраслевому принципу, а не по страновому, как это раньше мы делали. Речь идет об общих инициативах, которые реализуются при тесном взаимодействии наших государств. Каждый из проектов практически доказывает, что, объединяя компетенции, наши ресурсы, наши знания, и, конечно, используя сильные стороны каждого, обмениваясь этими практиками, можно выпускать отличную, востребованную продукцию, конкурентоспособную. И у нас для этого есть все необходимое, и талантливые творческие кадры, производственные заделы, а главное, стремление двигаться вперед вместе, но и понимание, что дальнейшее развитие возможно только с опорой на свои силы и с работой с надежными партнерами из числа дружественных государств. Мы сейчас готовим нормативную базу для запуска очень важного проекта. Это субсидирование союзных программ. Мы рассчитываем, что первый из них уже получит поддержку буквально в начале следующего года. То есть у нас получится еще больше продвинуть качественной продукции собственного производства, передовых решений и технологий. В рамках ЕАЭС мы также наращиваем усилия на цифровом треке. Принимаем меры для увеличения доли взаимных расчетов в национальных валютах и расширяем возможности использования национальных платежных систем. Если говорить о международной повестке, Союз остается центром притяжения для большого числа зарубежных партнеров. Очень многие заинтересованы сегодня в углублении диалога с Союзом в различных форматах. Нами проведена серьезная работа по подготовке проекта соглашения о свободной торговле с Ираном. Мы рассчитываем подписать его до конца года. Ускоряем переговоры с Египтом, Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Хочу вас заверить, что мы с коллегами делаем все от нас зависящее для своевременного и эффективного выполнения решений Высшего Евразийского экономического совета, который прошел 25 мая в Москве под вашим, уважаемый Владимир Владимирович, председательством. К заседаниям Межправсовета приурочены были и другие мероприятия, но я коротко о них скажу. Это и третий Евразийский конгресс. На дискуссионных площадках он объединил экспертов, представителей наших деловых, научных сообществ, органов власти. Активно шли обсуждения, очень много было полезных идей, как придать импульс интеграционным процессам. Много предложений собрали по решению стоящих перед нами задач. Еще одно событие очень важное – это второй молодежный форум Содружества независимых государств, который проводится с Евразийским экономическим союзом. Он вот нам он нам позволяет, уважаемый Владимир, получать обратную связь от молодежи. Вы нам всегда об этом говорите. Посмотрите, чего люди от вас ожидают, прежде чем делать какие-то проекты. Вот мы хотим понимать взгляды молодежи на то, как должны развиваться наши государства. Очень приятно видеть, что у нас огромное число неравнодушных, инициативных, талантливых ребят. Мы с ними провели целый ряд встреч. И они готовы работать на благо наших стран. Уважаемый Владимир Владимирович, в Сочи прошли мероприятия по линии Содружества независимых государств, на которых тоже очень серьезные договоренности были достигнуты. Ну, во-первых, и позволю от себя поздравить своих коллег, Владимир, подписано соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями. Это важнейший шаг. Проработка документа шла более 10 лет, и теперь его реализация откроет дополнительные возможности для бизнеса и для наших людей. О результатах переговоров в рамках Содружества я бы просил, чтобы рассказал председатель Кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизской республики, коллега мой Акылбек Усенбекович Жапаров, поскольку именно киргизские друзья председательствуют в текущем году в СНГ. Владимир Ильич, хочу
пользуясь случаем, от себя лично и от своих коллег поблагодарить вас за внимание к прошедшим мероприятиям и за организацию всех событий, которые сейчас проходят в Сочи, еще не завершились. Спасибо. Прошу вас, господин Жапаров. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте прежде всего выразить вам и Михаилу Владимировичу Мишустину искреннюю признательность за теплый прием и высокий уровень гостеприимства в городе Сочи. Разрешите также передать вам самые теплые слова, приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента, уважаемого Садыра Нурбажевича Джапарова. Отрадно отметить успешно прошедший в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне официальный визит президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Нурбажевича Джапарова, в Российскую Федерацию с принятием участия в качестве почетного гостя в Параде Победы. В Кыргызстане бережно хранят память о подвиге наших отцов и дедов, отдавших своей жизни ради нашей общей великой победы. Прежде чем начать свою речь, я хотел бы сделать маленькое отступление в сторону истории. В 1945 году именно в этих краях состоялась историческая встреча 3 руководителей. Эту встречу мы все видели во многих кадрах. Мы родились в Советском Союзе. Что я хочу этим сказать? И в 20 и в 21 веке Сочи был и является центром принятия решений. По крайней мере, я на это надеюсь. На протяжении 3 насыщенных дней мы успешно провели первое заседание Совета глав правительств СНГ в Содружестве независимых государств в год председательства Кыргызской Республики. Важным событием стало подписание в ходе состоявшегося заседания СНГ соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, проработка которого велась на протяжении последних 10 лет. В рамках нашего председательства в СНГ мы настроены и дальше усиливать совместные меры по созданию максимально благоприятных условий для взаимной торговли и устранения излишних барьеров в торговле, внести вклад в дальнейшее развитие деятельности СНГ, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества. Традиционно в конструктивной и доверительной обстановке состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Наряду с этим, с большим удовольствием хочу отметить успешное проведение в этих же днях в Сочи второго молодежного форума стран ЕАЭС и СНГ, старт которому дан в прошлом году в Кыргызстане. Международные выставки «Евразия. Наш дом», где полноценно наша республика участвовала, и буквально сегодня 3-го Евразийского конгресса. Итоги этих мероприятий, исключительно дружественная атмосфера, в которой они прошли, безусловно, наглядно выражают наше общее стремление к углублению интеграции и совместному сотрудничеству. Хочу особо отметить, что никакие пессимистичные прогнозы международных финансовых институтов не могут помешать нашему твердому настрою на последовательное укрепление торгово-экономического сотрудничества. Как ученый и как практик-экономист могу сказать, что если они, некоторые аналитики международные финансовые, опираются на экономику прогнозов, то мы опираемся на экономику данных. А они показывают нам совершенно обратное, то есть динамику экономического роста в наших странах. Вместе с тем, сегодня мы стоим перед непростыми вызовами и задачами, но также и перед возможностями и перспективами. Важно воспользоваться этим моментом, чтобы активизировать работу над укреплением наших интеграционных связей и торгово-экономического сотрудничества. Совместные усилия по развитию торговли, инвестиций и экономической интеграции открывают новые горизонты для наших предпринимателей и способствуют устойчивому экономическому росту. Важным в текущих условиях представляется расширение объемов использования альтернативных валют во взаимных расчетах – рублей, сомов, юаней, а также золота. Раньше в Советском Союзе наша валюта рубль обеспечивалась золотом и драгоценными металлами. И это правило было известно всем. Затем, как известно, эффективная система была заменена на нынешнюю финансовую систему и создала условия для доминирования одной валюты в международных расчетах. Еще раз хочу отметить, что нам нужно поработать в этом направлении
и вдобавок к этому активизировать совместную работу над развитием транспортной инфраструктуры и логистики между нашими странами. В завершение хочу подчеркнуть, что находить пути решения и выхода из сложных ситуаций мы можем только сообща, на основе взаимовыгодных и взаимоприемлемых решений. Соответственно, сегодня Сочи должен повторно использовать свою историческую миссию, где вырабатывается решение во благо мира и человечества. Приятно отметить, что в рамках нашего председательства в органах СНГ осенью текущего года в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. Уважаемый Владимир Владимирович, будем весьма рады встретить вас на гостеприимной кыргызской земле. Со своей стороны приложим все усилия для качественного проведения предстоящих мероприятий. Спасибо за внимание. Да, хорошо. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.